Уважаемый Владимир Владимирович, действительно много сказано интересного. Я с вами не буду полемизировать относительно возможности вещания российских радиостанций в Соединенных Штатах. Насколько я знаю, официальной такой просьбы не было. Но я думаю, что все будет замечательно. Вот. Что касается... Нет, это можно считать как ваш официальный ответ? Ну, по крайней мере, желание такое. Вот. Желание, да. У нас тоже есть такое желание. Хорошо. Я бы хотел задать вопрос о Чечне. В связи с большим количеством сообщений о нарушениях прав человека, о фактах неправомерных действий военнослужащих, не считаете ли вы необходимым изменить свой подход к урегулированию чеченской проблемы? Это первое. И второе. Как вы оцениваете усилия Бориса Березовского по созданию оппозиции вам и его прогнозы о том, что вас в вашем кресле скоро не будет? Спасибо. Борис Березовский — это кто? Он все время говорит, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Бывший депутат Государственной Думы. Это тоже вроде как-то подзабылось. Поэтому я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Значит, пусть трудится. Вообще это неплохо, когда... Вообще, знаете, про рыб всяких там, которые, чтобы одни не дремали, другие должны их тревожить. Вообще это неплохо. Если он что-то будет выискивать такое, чего мы делаем неправильно, и предъявлять общественности, мы ему должны быть только благодарны. Потому что это должно корректировать наше собственное поведение. Неплохо. Он человек не глупый. Может, чего и накопает. Вот. Значит, что касается Чечни, здесь вопрос гораздо более серьезный. Я постараюсь на него по-серьезному и ответить. Вы знаете, ведь я много говорил на эту тему, наверняка вы знакомы с этим. Я немножко с другой стороны сейчас зайду. Представители средств массовой информации из арабских стран знают, что мы являемся свидетелями известной радикализации мусульманского мира. И это очень тревожит многих руководителей мусульманских стран. И стран бывшего Советского Союза, и более дальних наших коллег и друзей. Вот одна из метастаз этой радикализации, она и проникла на Северный Кавказ. Ведь вот вы сейчас сказали о Чечне. А что, собственно говоря, не устраивало Чечню в 1999 году? Ведь де-факто ей была предоставлена полная государственная независимость. Что, собственно, заставило неких людей с оружием в руках ворваться на территорию Дагестана и потребовать отторжения от Российской Федерации дополнительных территорий от Каспийского до Черного моря и образования Соединенных Штатов Ислама? Разве на это толкнула необходимость борьбы за независимость Чечни? Но мы же понимаем с вами, что это чушь, бред. Это ничего общего не имеет с интересами чеченского народа. Но поняв это один раз, поняв, что эта территория может быть использована в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, для раскачивания Российской Федерации, Россия второй раз в эту речку уже не войдет. Во всяком случае, это было бы абсолютно непростительной ошибкой. Мы без всяких сомнений должны уважать мнение и настроение чеченского народа. Но мы не должны позволить обманывать себя, как это пытаются делать радикалы. Они свои собственные фундаменталистские устремления и цели пытаются подменить интересами чеченского народа. И когда мы боремся против них, они утверждают, что мы боремся против Чечни и ее населения. А кто-то это подхватывает
или сознательно, или не понимая сути происходящих событий. Вот мой подход заключается в этом, и я его менять не намерен. Борис Березовский — это кто? Он все время говорит, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Бывший депутат Государственной Думы. Это тоже вроде как-то подзабылось. Поэтому я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Значит, пусть трудится. Вообще это неплохо, когда вообще, знаете, про рыб всяких там, которые, чтобы одни не дремали, другие должны их тревожить. Вообще это неплохо. Если он что-то будет выискивать такое, чего мы делаем неправильно, и предъявлять общественности, мы ему должны быть только благодарны, потому что это должно корректировать наше собственное поведение. Неплохо. Он человек не глупый, может, чего и накопает. Вот. Значит, что касается Чечни, здесь вопрос гораздо более серьезный. Я постараюсь на него по-серьезному и ответить. Вы знаете, ведь я много говорил на эту тему, наверняка вы знакомы с этим. Я немножко с другой стороны сейчас зайду. Представители средств массовой информации из арабских стран знают, что мы являемся свидетелями известной радикализации мусульманского мира. И это очень тревожит многих руководителей мусульманских стран. И стран бывшего Советского Союза, и более дальних наших коллег и друзей. Вот одна из метастаз этой радикализации, она и проникла на Северный Кавказ. Ведь вот вы сейчас сказали о Чечне. А что, собственно говоря, не устраивало Чечню в 1999 году? Ведь де-факто ей была предоставлена полная государственная независимость. Что, собственно, заставило неких людей с оружием в руках ворваться на территорию Дагестана и потребовать отторжения от Российской Федерации дополнительных территорий от Каспийского до Черного моря и образования Соединенных Штатов Ислама? Разве на это толкнула необходимость борьбы за независимость Чечни? Но мы же понимаем с вами, что это чушь, бред. Это ничего общего не имеет с интересами чеченского народа. Но, знаете, ведь я много говорил на эту тему, наверняка вы знакомы с этим. Я немножко с другой стороны сейчас зайду. Представители средств массовой информации из арабских стран знают, что мы являемся свидетелями известной радикализации мусульманского мира. И это очень тревожит многих руководителей мусульманских стран. И стран бывшего Советского Союза, и более дальних наших коллег и друзей. Вот одна из метастаз этой радикализации, она и проникла на Северный Кавказ. Ведь вот вы сейчас сказали о Чечне. А что, собственно говоря, не устраивало Чечню в 1999 году? Ведь де-факто ей была предоставлена полная государственная независимость. Что, собственно, заставило неких людей с оружием в руках ворваться на территорию Дагестана и потребовать отторжения от Российской Федерации дополнительных территорий от Каспийского до Черного моря и образования Соединенных Штатов Ислама? Разве на это толкнула необходимость борьбы за независимость Чечни? Но мы же понимаем с вами, что это чушь, бред. Это ничего общего не имеет с интересами чеченского народа. Но, поняв это один раз,
поняв, что эта территория может быть использована в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, для раскачивания Российской Федерации, Россия второй раз в эту речку уже не войдет. Во всяком случае, это было бы абсолютно непростительной ошибкой. Мы, без всяких сомнений, должны уважать мнение и настроение чеченского народа. Но мы не должны позволить обманывать себя, как это пытаются делать радикалы. Они свои собственные фундаменталистские устремления и цели пытаются подменить интересами чеченского народа. И когда мы боремся против них, они утверждают, что мы боремся против Чечни и ее населения. А кто-то это подхватывает. Или сознательно, или не понимая сути происходящих событий. Вот мой подход заключается в этом.